Задача наших каникул в Беларуси – познакомить туристов из Башкортостана с этой удивительной страной. Из Уфы в Минск теперь можно долететь менее чем за 3 часа. А пенсионеры из нашей республики могут стать участниками недельной программы «Башкирско-белорусское долголетие». Так что же им там показывают? И чем так примечательна прекрасная Беларусь? Узнаем самостоятельно. И, как всегда, ведущие программы Дима И Альбина составят свои авторские туры Мы начинаем наши башкирские каникулы в Республике Беларусь. Сегодня я проведу свой день в одном из самых популярных туристических направлений – Гродно. Очаровательный, сказочный город королей, сохранивший самую большую в Беларуси ансамбль исторической застройки. В разное время Гродно принадлежал то Великому княжеству Литовскому, то был в составе Российской империи, что, конечно же, не могло не отразиться на зодчестве и культуре города. Гродно расположен на границе с Литвой и Польшей, на просторных берегах реки Неман. Это один из старейших населенных пунктов Республики Беларусь, культурная столица, которая поражает своим сказочным видом. Здесь многие исторические и архитектурные памятники сохранились в прекрасном состоянии. Для туристов это небольшой европейский город, прогуливаться по которому истинное удовольствие. Красота и изящество всюду, услада для глаз и радость для души. Здесь все пропитано историей. Здесь как будто все замедляется, люди не спешат, машин немного. Можно даже почувствовать себя героиней какого-нибудь романтичного кино, например, «Шербургские зонтики». Прогуливаясь по улицам Гродно, можно заглянуть в любую дверь и открыть для себя что-то новое, необычное и интересное. Вот, например, единственная галерея холодного оружия Гродно «Грищук-Арсенал». Здесь представлены различные виды парадных и наградных клинков XIX-XX веков. Жемчужинами коллекции являются золотой церемониальный меч масонов и шпага в честь коронации Елизаветы II. В зале охоты можно не только посмотреть на артефакты, но и потрогать и даже что-то примерить. Ну, как вам шляпка? Трофеи, оружие, элементы образа и стиля охотников и даже очень знакомая башкирская лисья шапка. Но, как выяснилось, не наша, а подарок владельцу коллекции из Казахстана. Все тут очень интересно. Но я двигаюсь дальше. Посмотреть хочется как можно больше, нагуляться невозможно. А еще надо приобрести себе что-то интересное в память о Гродно. Магазинчик с посудой, памятными статуэтками и белорусским льном. Хочется чего-то особенного. Нашла. Интересно, правда ли ручная работа? Если да, значит, сделаем своими руками. «22 июня 1941 года. Брестская крепость.
Свой первый невероятной силой удар фашистская Германия наносит по героическому оплоту западных рубежей Советского Союза. Оборона Брестской крепости стала одним из самых трагичных эпизодов истории XX века, а бастион является символом мужества солдат, героические поступки которых описаны фразой одного из павших защитников крепости: «Я умираю, но не сдаюсь». Сейчас здесь тихо. Цветущие сады крепости, ухоженные газоны и бесчисленные руины казарм, административных зданий, складов. Вся современная Республика Беларусь – это история страданий и героизма наших предков, защитников Родины. Во время Великой Отечественной войны большую часть городов Беларуси буквально равняли с землей. Сотни деревень вместе со всеми их жителями были сожжены. Будучи построенной как военный объект, пережив пожары 2 мировых войн, сегодня Брестская крепость остается местом памяти и мира. Это главный монумент. В народе его называют «Мужество». Это собирательный образ защитника крепости. Здесь размещался штаб и подразделение 75-го отдельного разведбатальона. И уже во второй половине дня, 22 июня, полковой комиссар Фомин Ефим Моисеевич здесь составил несколько радиограмм и приказал передавать их в штаб армии, в штаб дивизии, сообщить о том, что происходит в крепости. Но противник был не только в крепости. В эфире звучали все позывные только на немецком языке, поэтому здесь перешли на открытый текст. Я крепость, ведем бой». Послевоенные годы оборона Брестской крепости стала символом героизма, верности присяге и любви к родине. Указом Президиума Верховного Совета СССР 8 мая 1965 года ей было присвоено звание «Крепость-герой». Уникальные документы и артефакты, орудия боев собраны в музее Брестской крепости. Еще одной реликвией нашего музея является надпись, которая была снята со стены подвала здания Белого дворца. Это оригинальная надпись, и если очень хорошо присмотреться, можно прочесть: «Умираем, не срамя». Одной из самых драматичных страниц в истории обороны Брестской крепости является практически полное отсутствие воды. Водопровод перебили в первые часы. Лето выдалось невероятно жарким, и для того, чтобы пополнить запасы драгоценной воды, наши солдаты оставляли жизнь по пути к речке Муховец, единственному источнику воды на тот момент. Это монументальная скульптура, которая называется «Жажда», яркое напоминание того, насколько сложно было оборонять великую советскую Брестскую крепость. Сейчас здесь всегда есть вода и всегда есть цветы. Оборона Брестской крепости продолжалась около месяца, а генеральный штурм состоялся 29 и 30 июня. Отсюда, через Тереспольские ворота, в 20-х числах июня 1941 года враг начал прорываться с западного направления, встречая самое ожесточенное сопротивление стороны воинов-пограничников, еще одних защитников Великой Брестской крепости. Уже позже на средства военнослужащих и ветеранов погранслужбы Беларуси был установлен вот этот памятник. Памятник героям-пограничникам, когда-то оборонявшим Брестскую крепость.
здесь, у Холмских ворот, мы и закончим наше небольшое путешествие. Скажу вам честно, здесь очень тяжелая атмосфера. Но это неудивительно, учитывая то, какую цену заплатил простой советский солдат, обороняя западные рубежи нашей Родины, начиная с 22 июня 1941 года. И, знаете, большая гордость за белорусов и за то, что они делают в деле памяти подвига советского солдата. Центр ремесел наследия – волшебное место, где, согласно описанию на сайте, и создаются шедевры рукоделия. Добрый день. Здравствуйте. Елена, Проходите. я вас нашла. Мы очень рады. Искала долго, гуляла по всему Гродно. Очень мне хотелось посмотреть, как же все-таки выполняются вот такие красивые элементы одежды, которые везде и всюду можно увидеть. Расскажете? Обязательно. Разрешите вас познакомлю именно с поясами, которые изготавливались в Гродно, и с технологией изготовления. Традиционно пояса изготавливались на досочках, вот таких дощечках. Вот такие вот использовались маленькие дощечки. Какая аккуратненькая и вполне себе мобильная. В карман положила, куда-нибудь пришла, пока Да, это ждёшь. все было мобильно, это все было интересно. И за счет того, что дощечки переплетались, образовывался вот такой вот рисунок. И традиционно использовалась бердышко, на котором изготавливались вот такие вот пояса. Ой, вот это красота. Где? Вы знаете, а вот здесь этот вообще напоминает наш башкирский орнамент чем-то. Ну, наверное, да. Я хочу вам показать именно такую технологию изготовления пояса. Вот сейчас вы увидели. Это закладная техника. Но я хочу вас научить вот такой вот все-таки бранной технике, традиционной, сложной, красивой. Прялки, станки, готовые работы мастеров. Здесь именно представлена реплика белорусского народного костюма, которая характерна именно для нашего Гродно. Это костюм начала XIX века. И я хочу, чтобы вы именно прониклись, поняли душу белорусского народа. Может быть, переоденетесь? Так, давайте переоденемся. Почему нет-то? Так-то наверняка получится. Это точно. Здесь очень много изделий из соломы, льна и глины. Ну что, вы готовы увидеть во мне белоруску? Ну, я думаю, прекрасно получилось. Вы знаете, чувствую себя превосходно. Да. Не знаю, насколько я готова работать, но с удовольствием прогулялась бы сейчас по улочкам. А может быть, и пройдемся? Может быть, и пройдемся. Давайте сначала попробуем. Давайте. Сумею ли я освоить технику плетения? Я думаю, что у вас все получится. Самое главное – это понять принцип. Принцип того, как происходит само переплетение нити. Потому что нить, как говорится, это как нить судьбы. Она вьется, вьется и вьется, ну и переплетается. Поэтому давайте пробовать. Вы знаете, я увидела такое количество ниток, и мне даже страшно сейчас. Абсолютно не страшно. Все, что здесь вот вы видите, на самом деле все очень просто. Ага, давайте показывайте. Смотрите, движение самой нити происходит вниз и вверх за счет поднятия нитки и упора пальца на именно вот этот вот валик, вверх и вниз. За счет этого происходит переплетение. И вот мы- рисунок-то кто выкладывает? Так, рисунок пальчики? Сам по себе? Конечно, глазки закрываешь и пальчики раз, и все происходит. В
Вплетая ниточки в пояс, можно пожелать себе и здоровья, и долголетия, и мужа богатого, и детей здоровых. Ну, все, о чем может мечтать рукодельница. Но для первого раза у вас все прекрасно получается. Для первого раза все прекрасно получается. Остаюсь на неделю для того, чтобы хоть как-то 2 разобраться. дня, в этом и рисунке. будет все прекрасно. За 2 дня у вас получится великолепный пояс, шикарно. Вот, теперь следующую ниточку одну опускаем, не эту, следующую. И вот так его... Вот, прекрасно. Это самая приятная часть всей процедуры, когда все ниточки выстроены, ты просто их натягиваешь и наглаживаешь. Ух, и такой, знаете, промежуточный этап и чувство выполненного долга. Это очень сложно, за одну встречу это невозможно, наверное, научиться, но я думаю, что если останусь еще на недельку, то поясочек ты себе смастерю. Да. Ну что, вот такой шикарный пояс должен получиться по результату. 3 метра длиной. Сколько мы его должны были бы делать? 2 недели? Примерно, да. С утра до вечера, не поднимая глаз, лишь бы этот глаз потом не задергался. Спасибо вам огромное. Спасибо. Опыт, конечно, такой очень жизненный. Возможно, даже я когда-нибудь найду время заняться Приезжайте. ремеслом гродненских мастериц. Спасибо, Елена. Спасибо вам. В свое время ваш необразованный, но покорный слуга считал произведения Николая Васильевича Гоголя скучными и неинтересными. Уже затем ситуация кардинально изменилась. Кстати, это улица Гоголя, город Брест. Один из руководителей этого славного города когда-то дал клич предприятиям, работающим на территории Бреста, мол, ребята, давайте создадим классную аллею, так или иначе посвященную творчеству Николая Васильевича. Каждое предприятие придумало скульптуру, установил ее на этой аллее, получилось очень даже симпатично. Я возьму на себя смелость и назову эту аллею литературной. Дорогой Николай Васильевич, как же здорово, что мы встретились с вами в Бресте. И как удачно горожане проиллюстрировали в металле любовь к вашему творчеству. Обещаю вам, уважаемый Николай Васильевич, перечитать ваши произведения. Только погуляй немного. Гид нашей съемочной группы Сергей сказал, что город Брест – самый солнечный город в Республике Беларусь. Как видите, белорусы по имени Сергей не обманывают людей. К слову, это улица Советская, главная пешеходная улица Бреста, а за моей спиной монумент тысячелетию Бреста. Юбилей отметили в 2019 году. Несмотря на дождик, пойдем погуляем. Да, погодка действительно не располагает к прогулкам, но дождь почему-то совсем не беспокоит. Итак, улица Советская. Прекрасная пешеходная улица в центре Бреста. Как и на любой другой подобной улице, здесь кипит жизнь, и, следуя заповеди «всматривайся в лица людей и наблюдай детали», получаю визуальное удовольствие. Кстати, обращает на себя внимание большое количество красивых фонарей. Промокнув до нитки, решил передохнуть. Так, а это что за перформанс? Колоритный дяденька с лестницей, за которым по пятам следует большое количество людей. Пойду посмотрю. В общем, этот яркий дядя в красивом историческом обмундировании – фонарщик, зажигающий спиртовые фонари, которые не дают яркого света, но люди счастливы и этому. Происходит какая-то абсолютно непонятная для меня история. Мужчина из сказок Андерсона ходит, зажигает фонари. Женщины хотят с ним целоваться.
Трут ему пуговицу. Ой, не фотографируй. Я в шоке пока, я бы вас сфотографировал. Не, ну пожалуйста, с ним. Да, давайте, я с удовольствием. Подожди, можно сюда повернуться, а? Я сфотографировал ваш зон, все нормально. Как же он здесь популярен. Предаваясь всеобщему восторгу, начинаю получать удовольствие от этого шоу. Честно говоря, сложно понять, что в процессе более важное – зажечь фонари или осчастливить желающих сделать фото. Мне кажется, моя поездка в Брест будет неполноценной, если я не сделаю с ним фотографию. Или не пообщаюсь. Ну, какой-то мега популярный. 2 альфа-самца на 1 квадратный километр. Это много. Здравствуйте. Добрый вечер. Извините, можно я вас отвлеку? Меня Дмитрий зовут. Очень приятно, меня Виктор Петрович. Виктор Петрович, у вас потрясающая работа. Работа не очень сложная, но ответственная. Людям приносить радость, Так. дарить тепло, добро. А говорят, что вы едва ли не самый популярный человек в городе после руководителя, конечно. Но это я не могу судить. А вы когда читали, сколько человек с вами за всю вашу профессиональную карьеру сфотографировалось? Если так прикинуть, ну, миллионы. Миллионы? Ну, вы звезда. Можно я с вами сделаю фотографию? Пожалуйста, можно. Но я всем буду говорить, что вы мой дядя. Согласен, а мы даже похожи. В объятиях густых лесных массивов в небольшой деревеньке под названием Святск можно оказаться в еще одном сказочно красивом месте. Здесь вьют гнезда аисты и встречают гостей своим пением. Я не могла не заглянуть сюда, гуляя по Гродненской области. Дворцово-парковый комплекс Воловичей в Святске начал строиться в 1779 году по проекту известного итальянского архитектора Джузеппе Саки. Здесь сочетание стилей барокко, романтизма и классицизма. Сегодня это многофункциональный комплекс, который претендует на статус одного из историко-культурных центров туризма Беларуси. Дворец должен был стать родовым гнездом Воловичей, но, к сожалению, этого не случилось. Старожилы считают, что виноваты в этом сами Воловичи. Легенду рассказывать не буду, уж больно она трагична. Ну, важная задача с местом для ночлега решена, теперь можно и поужинать. Место я выбрала еще при дневной прогулке. Это здесь, ресторан «Королевская охота». Ну, интерьер воистину королевский. Тематика охотничья. Какими же блюдами здесь будут удивлять? Неужели мне предложат отведать эту птицу? А нет. Ну что, драники с икрой – традиционное белорусское блюдо. Я готова пробовать. Аромат, конечно, вы не почувствуете. А вот красота.
изумительно вкусно. Вот только ради этого блюда стоит приезжать в Гродно. Драники с икрой рекомендую. Доброй ночи. Привет, как дела? Как Брещина? Знаешь, монументально, красиво. Под дождь вот еще попал, промок до последней нитки. Как там поживает гродненская красавица? Ну, здесь тоже было дождливо, но Гродно, конечно, замечательный город, европейский, со старинной архитектурой. Я тебе скажу, в Белоруссии каждый город вот именно такой. Ну все, я на боковую, давай спокойной ночи. Все, доброй ночи. Если вы добрались до Гродненской области, то найдите время для посещения Августовского канала, главного канала Беларуси. Всего в мире существует 2 канала, подобных ему – Каледонский в Великобритании и канал Гота в Швеции. Он простирается на 101 километр и проходит по территории Польши и Беларуси. Гостей здесь привлекает необычное сочетание красоты природных ландшафтов и оригинальность инженерной мысли. В окрестностях Гродно находится известнейшая водная артерия Европы – Августовский канал, гидротехническое сооружение, которое открывало в 19 веке стране выход к Черному и Балтийскому морям. Теперь же это известное туристическое место Гродненской области. Пройти на теплоходе по каналу всегда большое количество желающих. История канала и его предназначение – лучшая реклама. Ну что, покатаемся? Оказавшись на теплоходе, заплываем в один из шлюзов, и начинается магия, то есть инженерия. Очень необычный и очень интересный процесс шлюзования. Он был разработан на Августовском канале для того, чтобы сохранять уровни воды для судоходства. Совершенно бесплатный для всех желающих, но работает исключительно по графику. Преодолев шлюз, турист на протяжении нескольких часов будет наслаждаться прекрасными пейзажами Гродненской пущи, которая считается эталоном равнины во всей Центральной Европе. Приятного путешествия! Беловежская пуща. О, сколько о тебе сказано, но как мало мы о тебе знаем. Это не только древний реликтовый лес, но и потрясающий археологический музей под открытым небом. Вот уж действительно не нужно изобретать машину времени, чтобы оказаться в разных эпохах, отражающих историю белорусских земель в период от каменного века и вплоть до раннего средневековья. И воссоздано все настолько реалистично, что кажется, будто так все и выглядело. Белорусская сторона предложила мне поработать у них. Квартиру дали в новостройке. Улица Чумская вот у нас здесь проходит. Уж извините, внутрь не пущу. Не убрано. Соседи вчера приходили. Так и живем. Сейчас пойду корову подаю. А, мы же их еще не это. Кого-нибудь подаю, пойду. Это славянское поселение раннего средневековья, которое представлено 5 разновременными подворьями, отражающими историю появления ранних славян на территории Беларуси. Их быт, воинское дело, занятия сельским хозяйством и животноводством, различные ремесла и промыслы. Музей археологии под открытым небом в Национальном парке Беловежской пущи для меня вообще удивительное откровение. Ну, во-первых, сам реликтовый лес. Одному Богу известно, сколько ему лет. А здесь, благодаря труду большого количества ученых, воссоздали
жилища, в которых проживали в разные временные эпохи люди, населявшие вот всю эту территорию. От чумов до старославянских каких-то построек. Удивительно. Я не знаю, как мне найти на все время, чтобы все увидеть, чтобы все потрогать, чтобы на каждую кушетку прилечь. Обязательно посмотрите. У большого количества россиян словосочетание «Беловежская пуща» вызывает стойкие ассоциации с развалом СССР. Но Беловежская пуща – это уникальная биозона, самый крупный в Европе остаток реликтового, первобытного, равнинного леса. Шестисотлетний дуб великан. Дуб-патриарх, как его называют в Беловежской пуще. Обратите внимание, когда-то его даже пытались спилить, и, судя по всему, это событие Первой мировой войны. 31 метр в высоту, 2 метра диаметр этого дерева, и чтобы его объять, нужно 5 человек. Или, как мы тут шутим, 4 с очень длинными руками. Но самое удивительное, что этот дуб застал эпоху и великих князей литовских, и польских королей, и русских императоров, и даже нас с вами. Беловежская пуща упоминается еще в Ипатьевской летописи 983 года как старый девственный лес. И действительно сложно даже представить возраст некоторых деревьев. Пущу не зря называют легкими всей Европы, она огромна, а еще Беловежская пуща по числу видов растений и животных не имеет равных. Да, 2 мировые войны 20 века нанесли весомый урон ее девственным лесам, но благодаря вниманию общества сейчас это особо охраняемая природная зона. Ну и, конечно, едва ли не главным и самым узнаваемым символом Беларуси и Беловежской пущи являются вот эти красавцы-зубры. И зубрихи тоже. Знаете, самое удивительное, что вот эти миролюбивые животные во взрослом состоянии, то есть в возрасте старше 10 лет, легко перепрыгивают забор высотой в 2 метра. Именно поэтому здесь те, кому нет 10 лет, эти красавцы разгоняются до 50-60 км в час, и вы понимаете, насколько это животное может быть опасным. Какое оно классное. Обожаю зубров. Те зубры, что обитают в вольерах Беловежской пущи, само обаяние. Они привыкли к туристам, к слову, щедрым на угощение. Людей не боятся, с удовольствием позируют. В древности это мощное и величественное животное наши предки олицетворяли силами природы, поклонялись ему как символу родной земли. Однако с течением времени все изменилось, и из 3 существовавших видов данного быка до наших дней сохранился только один. Но сейчас зубров оберегают, а небольшая часть из них сменила прописку и теперь радуется красотам Башкортостана. А сейчас трапеза в пуще. Очень сильно ошибается тот, кто считает, что в Беларуси все блюда готовятся из картофеля. И тем не менее, есть я буду драники. Драники и свиную нарезку. Приятного мне аппетита. Драники, свиная нарезка. Слушайте, ну как прожарено. Вот драники, казалось бы, ничего сложного их приготовить. Но дома мы их неправильно готовим. Но не такие несочные и вкусные, как в Беларуси получаются. Выражаясь языком ваших детей, это пушка. Есть в Гродненской области и вариант отдыха для тех, кто устал от городской суеты и рабочих будней. Сказочно красивое место полностью стилизовано под усадьбу XIX века. Можно даже увидеть мифического царя белорусских лесов, фигуру Святобора. Здесь более 30 различных построек гармонично дополняют друг друга и идеально вписываются в природный ландшафт со всеми элементами декора из дерева и ковки. Еще один популярный вид отдыха в Беларуси – это поездка на агротуристический комплекс
Знакомьтесь, Коробчицы. Здесь очень красиво, очень уютно. Говорят, что можно покататься на лошадях, вкусно поесть. Ну, а что еще? Посмотрим. Агротуристический комплекс «Коробчицы». Здесь все продумано для того, чтобы каждый приезжий гость прочувствовал все прелести сельской жизни. Птицы от самых обычных до экзотических. Их можно покормить и пофотографировать. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Гостей ждали? Конечно, всегда ждем, всегда рады. Приглашаю, прокатимся. Давайте прокатимся. Опа! Ну что, вези меня, карета. Куда поедем? По нашему прекрасному и красивому большому парку. Комплекс «Коробчицы» – уникальная достопримечательность в Беларуси. Сюда с большим удовольствием приезжают и белорусы, и иностранные гости. Одни погулять, другие познакомиться с животным миром. Ай, какой ты хороший, какой ты красивый, да? А реснички у тебя такие длиннющие. А пятнышки какие красивые. Александр, ну, конечно, первое впечатление, да, которое возникает, когда ты заезжаешь просто на территорию, это одно, да, все просто такое красивое, туристическое, а здесь вообще дикая природа, столько животных. Что это вообще такое? Как это называется? Ну, эта локация у нас называется «Дикая зона». Это огороженная территория, так можно сказать, от посторонних глаз, но посетители сюда могут попасть. У нас есть дилижанс, транспортное средство, которое запрягается нашими лошадками. Вообще, что это за место? На дикой зоне у нас гуляют дикие животные. То есть у нас имеется пятнистый лень, благородный лень, косуль, европейские лани, муфлоны, горные козлы, тибетский хрюкающий бык, яшка. Ну и, как видите, за нашими спинами у нас такая левада есть, одна из, где у нас гуляет наш молодняк. То есть логично, что вот у нас в Майонке появляются лошадки, они привозятся парами. Ну и вот вырастает потомство, а и мы их вот, да, чтобы была фермой. здесь тишина, спокойствие, вот мы этих малышей иногда вот перебрасываем сюда, чтобы они здесь резвились, кушали, росли и так далее. Ну, чудесно, на самом деле, очень. На сегодняшний день большая часть агроусадьбы отнесена к заповедной зоне. Здесь можно ощутить истинный дух белорусской земли. Привет, какой ты красивый, боже мой. И тебя надо погладить? А ты же вообще высокий такой. Да. И малышки тут. Ну, вы, конечно, не малышки, просто сами маленькие, да? А, тебя нельзя гладить, а тебя можно? А я что, тебя не погладила? Идем. Такие. Вот если вы сюда приедете, обязательно захватите с собой угощение. С пустыми руками как-то не камильфо. Прогулочный маршрут из дикой природы плавно переходит в дендропарк Лукоморье, который построен специально для ознакомления с белорусской флорой. Здесь насчитывают 350 древесно-кустарниковых видов растений. Для удобства парк решили разбить на зоны, которые цветут в разное время. Лавандовые поля, цветущие деревья и сказочный пруд. Ты слышишь? Квакают. Большое значение для комплекса имеют мастерские кузнецов, местных умельцев и резчиков по дереву. Их работы создают особую атмосферу. Ну что, Александр, территория у вас
громадные. Пройти все нам не удалось, конечно же, потому что и погода немножко помешала, но дикий лес, он, конечно, невероятный. Дендрариум потрясающий. Вам спасибо, что вы приехали к нам в гости, и мы всех ждем, конечно же, желающих, всех гостей, будем рады всех вас видеть. Но мы не можем вас отпустить так просто. Закройте меня! Мы вас здесь не закроем, но без угощения вас не отпустим. Чтобы вы отсюда уехали совершенно самым лучшим, хорошим настроением. Вот у нас есть такой замечательный напиток, который здесь производится, называется он медовуха. Так. Такой пивной напиток, очень вкусный, особенно из холодильника в жаркую погоду. Ну что? Ой, холодненькая, сладенькая, но кисленькая. Очень вкусная на самом деле. Спасибо вам огромное. Вам спасибо, приезжайте к нам в гости. Обязательно приедем. О, девушка, я смотрю, вы одеты по последней белорусской моде. Я смотрю, и вы слились с местностью. Да, Альбина, запомни, и вы, уважаемые зрители, запомните, белорусская вышиванка открывает здесь любые двери. Но это не так важно. Расскажи, как ты отдохнула, что тебе понравилось? Ой, я была во дворцах, в замках, ночевала в настоящих королевских апартаментах и гуляла по чудесным городам Беларуси. Потрясающе. Как твои каникулы? Ты увидишь их по телевизору, но я лишь скажу тебе, Альбина, что я настоящий рыцарь. Вообще, Республика Беларусь удивительна и прекрасна. И каждый из вас хотя бы раз в жизни, желательно уже этим летом, должен здесь побывать. Ну а мы летим домой? Мы летим домой. Давай, пока-пока. Пока-пока.